Всем привет из Комы. Снова, ребят, я у реки. Буду переправляться на другой берег. И также будет охота с ночевкой. Охота весенняя продолжается. Второй раз уже я собрался. Позавчера я ходил. Так, подожди. Вчера я пришел с болота. Сегодня я дома был. Не вставал, ничего. Сегодня, так, да, сегодня снова, сегодня 7 число. Вчера 6 я пришел с охоты, сегодня утром я никуда не ходил, 7 число сегодня, да. И снова собираюсь. Погода вообще шикарная, такая погода, солнечно, вечер такой хороший, птицы поют. Вода немножко, чуть-чуть прибавляется, очень мало. Если посмотреть, наверное, с утра я утром отмечал, примерно 2 сантиметра, наверное, пришла вода. И все. Мужики говорили, что сегодня утром хороший перелет был. Утки летели, нырковые даже. Ну, свияжи и черни хохлятые, или как там. Вот. Ладно, посмотрим, что получится. Какая охота сегодня. Будем ночевать в шалаше. Вот наша лодка. Сейчас перейду вон туда, как и прошлый раз. Вообще такой вечер хороший. Птицы поют, офигеть. Очень много их, перелетных сейчас. Хидея, моторка у них. Ой, вроде как соседи. Сашка поехала. Нормально идет. Вообще офигеть. Красиво. Надо узнать, какой лошадей у него. Вообще офигеть идет. Моторы, блядь, до 200 тысяч сейчас цена поднялась. Опа. Ну, вот тут уже тоже снег. Если сравнить с прошлой охотой, когда ходил, вот позавчера. Вчера пришел по насту, больше было снега. Сейчас уже такие лужи образовались. Быстро, как начнет, он быстро тает, конечно же. И ночью заморозков-то не было в эту ночь. Так что через пару дней тут ничего уже не останется. Слышите, птицы? Сегодня активнее даже.
Вообще класс. Как я люблю это все. Пение птиц это меня прям успокаивает. И самое главное, сейчас пока нету комаров. Еще где-то месяц. Нет, даже меньше. До конца мая. Ладно, надо идти. Еще наслушаемся за всю ночь там куликов. Нам хватает этого шума тоже. Поднялись два шилохвостя. Шилохвост или шилохвость. Но, короче, у меня камера за пазухой была там. Ничего не успел сделать. Быстро они поднялись и улетели. Пара этих шилохвостей. Кроме этого только кулики. Их, наверное, штук 5 уже видел. И все, больше ничего. Чайки, петушки там летают. Кулики такуют там. Слышно. Стрельбы нету, никто не стреляет. Да, наверное, днем тут вообще было-то пустое, никого нету. Тут делать днем нечего. Только ночью, вечером и утром перелеты. Охотники сегодня сюда приходили. Потому что у этого скоротка боковина полностью была закрыта. Вчера еще я утром, когда шел обратно домой. А сейчас уж наполовину открыли. Все просматривается. Никакой маскировки. Я не знаю. И такой, как сказать, скрадок, ну, от ветра не спасет. В принципе, они ниже сидят. Что-то совсем бедно замаскировано. Ну, все разные на вкус. Кому-то вот так нравится. Но зато сиденье у них зачетное. Сидюшка, конечно, от заднее сиденье, наверное, от москвича, может, или еще от чего-то. Вон там на краю что-то белое сидит, шевелится, ходит или плавает. Но думаю, там птица этот. Меньше кулика, который я. Он взлетел, да, точно. Надеюсь, слышали, как он кричит там она. Тётя, тётя. Вот так. А уток нету. Обычно тут тоже сидят. Я уже нахожусь на краю болота. Немножко надо остыть. Просто запарился, блин. Тепло одет. Ну, вещей, как обычно, рюкзак и оружие с патронами там в чехле. Глянем, клюква есть, нету. Такое место, что, думаю, вряд ли найдем. Надо поглубже зайти. Тут поблизости нету. Ну вот, ребят, еще по болоту пойду и будем в шалаше. Сегодня позднее вышел. Вышел, уже 6 час было. Подожди, обманывал. Больше половины. Так, почти 6 часов уже. 5:30 я начал одеваться там. О, слышите, кулики? Начал одеваться там, пока оделся. Туда-сюда. Ну, уже 6 часов примерно вечера было. Ну, после 7 вот такой. 7:30, наверное, вот будет такое вот время, когда перелеты начинаются уток. Рано они тоже, как бы, активности у них нет, они просто сидят и все. Или большими стаями летят. А вот вечером, когда уже начинается
сумерки, темнеть, когда начинается, они начинают летать там, кормятся, такуют тоже по-своему, по несколько штук они там. А ночью вообще крякают там, крякают. Да. Смотрим, какая ночь будет в этот раз. Надо в пакет собрать вот эти брусничные листы. Сейчас у меня, в принципе, пакет-то есть. Можно, в принципе, собрать там покрасивее вот листы вон там. Я смотрю, такой бугорок. Вот тут. Но некрасивые тут. Какие-то больные, что ли, вон какие-то вот. Как будто окислилось все. Не знаю, от чего так. Кустики. Не везде такие они красивые, хорошие. По насту, когда отходил от шалаша, показывал, там листья такие вот крупные были. Зеленые, ярко-зеленые такие. Прям так и просится собрать. Вот. Вот так я сяду. Не так сыро тут. И просто буду отдыхать. Лучше немножко отдохнуть. Успокоиться, чтобы сердцебиение восстановилось, нормализовалось. А то сейчас, когда ты идешь, сердцебиение такое активное и начинаешь потеть очень сильно. Вот моторка ходит по реке, слышно. По реке Лумба идут моторы. Сейчас все, у кого есть разрешение, у кого есть ружье, все ломанулись в лес. По избам, в каждой избе там сейчас шум да гам. По несколько человек. Отдыхают. Охота одна, а отдых, думаю, каждый хочет отдохнуть. Хорошо. Шум природы такой. Хорошо, что там я шел, там ветрено было. Давно бы уже радиатор закипел. Кричат птицы. Водоплавающие все. А на деревьях тут нету. Вот в селе я начало фильма там показывал очень много. На деревьях щебечет птицы, а тут их нету. Здесь только болотные птицы еще. Вот. Ладно, ребят, отдыхаю и дальше идем. Вот, ребят, шалаш я уже вижу. Вот тут кряква сидела. Самец. Сидел, то есть самец кряква. И прошлую охоту, наверное, эта кряква тоже и кружила там и вечером, и ночью, и вон гулик какой большой пикирует. Вот так они такуют. Вот. Такие дела. Солнце еще высоко, блин. Ну вот, ребят, снова мы на шалаше дошли. Вот. Фух. Перекур и к бою. Вот так вот. Ну, немножко вода ушла. Сегодня, наверное, последняя, ну, сегодня-завтра последняя охота будет здесь, потому что болото начало высыхать. Больше сюда не приду уже в этом году, до осени. Осенью снова будем косить. Сейчас раскидаю чучела, ну и раз перешли, будем охотиться. Ночь у нас впереди, может, еще будут утки. На кормежку прилетят. А сейчас я буду отдыхать.
Просто мне жарко, надо немножко остыть. Ну вот, все готово. Больше не буду ставить. Здесь такой пятачок оставил для посадки, ну и середку как бы по краям поставил. Здесь участок, обычно они на середку сядут, или здесь еще вот этот участок сюда могут сесть. В прошлый раз 2 цирка вот сюда садились. Здесь тоже 4 чучела поставил. Как бы это у меня слепая зона. Но они чуть-чуть, конечно, боятся этих профилей, но все равно они сюда уж точно не сядут. Вот, где вот большой пятачок. Будем ждать их тут. На прошлой охоте вон туда садились. Ну, где-то, наверное, чуть правее насадились. Потом я уже увидел, как они плывут влево. Потом вот я стрелял их. Ну, вон солнце еще очень высоко. Ладно, пьем чай и просто сидим, отдыхаем, ждем. Я разделся, как жарко тут. На печи тут сидела птица с вчерашнего дня. Ну, трясогузка тут. Печку я здесь оставлю. До следующей охоты все так уберем. Дров на сегодня хватит, если придется растопить печь. Патрон вот здесь у меня так будет. Ну, мешок, конечно, он белый, немножко пугает, но все равно поджопник. Я называю поджопник сидюшка туристическая, если правильно. Ну, просто в народе это поджопник. Очень хорошая вещь придумана. Он теплый. Так, ставишь и сидишь на нем. Как можно и пенопласт, в принципе, вместо этого. Гусей сегодня вообще не слышно. Наверное, закончилось у них перелет. Вот куртку так тоже пока повесил. Тепло. Надо мне немножко остыть. Ночью, конечно, холоднее будет. Но сегодня заморозка не обещают. Смотрите, как красиво. Сосновый лес кругом, вот сосняк. Весь лес такой сосновый. Красота. Чай у меня без заварки, заварка отдельно. Ну, не хочу с заваркой там размешивать. Тут у меня подушечные конфеты, только такой морс сделал. Апельсиновые подушечки. Вон даже цвет такой. Не знаю, видно, не видно. У меня на голове камера вот такой, как апельсиновый сок будет. Вот на литровый термос я положил 13 подушечных конфет. Ну, немножко даже сладость я чувствую. На нос отдавает какая-то, знаете, вот как мороженое, блин. На какое-то мороженое смахивает. Блин, везде одна и та же химия. Добавки одни и те же. Фух. Ну, где-то часик просто придется сидеть до перелета еще. Время не знаю сколько сейчас. Время 19 часов. Ну, полчаса. Хотя бы. Через полчаса, может, кто-то и пролетит. Вон выкряк бы. Боятся шалаша, блин, сразу повернули. На меня шли так. Чуть ранее уже слышал там, как они по-своему что-то не крякали, а вот именно щебечили там. Вон далеко уже летят.
Высоковато. Вроде что-то присмотрелся. Обычно так кружок сделают, еще кружок проверяют. Этот улетел. Ну что, ребят, примерно час, наверное, я уже тут сижу. Пролетели 2 кряквы. Не знаю, в кадр попало или нет. На экшн камеру все снимаю. И еще вдруг я сижу так, прямо смотрю, и вдруг на глаза попалась одна утка, еще на меня летит. И быстро-быстро включил камеру. Тоже, но высоковато. Чуть-чуть. Так ровно летела. Начал спускаться, она меня... Ну, я там начал как бы вам снимать. Камера белая. Они все видят. И они вот таких скоротков уже, конечно же, они боятся. Знаете, сколько тысяч километров они пролетают, через сколько шалашей они пролетают, сколько выстрелов. Вон снова кружит. Опять летит сюда, ребят. Да, летит хорошо. Высоковато опять. Но присматривается. Да, спускается. Сел. Надо было